الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Альхамдулиллах, по милости Всевышнего Аллаха, мы с вами вступили в новый месяц, месяц Зуль-Хиджа, и сегодня у нас второй день этого благочестивого, благословенного месяца. И первые 10 дней этого месяца являются лучшими днями для совершения поклонения на протяжении всего года. Альхамдулилля, об этом много пишут, об этом много говорят, альхамдулилля. И поэтому, я думаю, каждый из вас наверняка ощутил, вспомнил, узнал, что он сейчас вступил в особенное время, которое для него может являться таким вот, как сказать, таким благословенным временем, в котором он может дать фору, как говорится, да, он может преувеличить свои благие дела. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, самые любимые для Всевышнего Аллаха дни, в которых совершается поклонение, это эти 10 дней. Также в другом хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, самые чистые и самые большие награды полагаются за те благие дела, которые совершаются в 10 дней, в которых совершается жертвоприношение. То есть, когда мы делаем курбан, вот эти вот 10 дней, это самые лучшие дни в году и самые лучшие дни для совершения благих дел. И сегодня я хотел бы остановиться на одном из этих благих дел, да, рассмотреть некоторые вопросы, которые касаются именно этого благого дела. Это как раз-таки намаз. Намаз, который мы совершаем, намаз, который является вторым столпом ислама, намаз, который, по сути, является лучшим поклонением, которое может совершить верующий. И когда мы говорим о достоинствах намаза, то, безусловно, их огромное количество, да, и в первую очередь хочу напомнить об этом самому себе, а затем и всем вам, чтобы мы использовали эти 10 дней самым наилучшим образом и особенно уделили большое внимание как раз-таки нашему намазу. И, во-первых, нужно сказать, что намаз, он удерживает человека от греховности, удерживает человека от порицаемых поступков, удерживает человека от мерзости. Всевышний Аллах сказал, «Инна ссалята танха аниль фахшаи валь мункар». Поистине намаз, молитва, удерживает человека от мерзости и от порицаемого. «Валя зикруллахи акбар, валлаху я'ляму ма таснаун». И поминание Всевышнего Аллаха является самым великим, и Аллах знает то, что вы совершаете. Так вот, намаз, который совершен должным образом, он удерживает человека от всего греховного. И когда человек вдруг, да, во время своей жизни, в различных обстоятельствах, да, если вдруг он понимает свою духовную слабость, если он понимает то, что его богобоязненность падает, а хотя он намаз не оставлял, альхамдулилля, он намаз совершает, значит, тут нужно уделить большое внимание именно качеству твоего намаза. Как ты его совершаешь? Какие у тебя намерения во время совершения этого намаза? О чем ты думаешь во время совершения твоего намаза? Понимаешь ли ты, что ты читаешь во время намаза? Вот на это нужно уделить внимание. И намаз, совершенный должным образом, несомненно, без каких-либо сомнений, да, он удерживает от порицаемого. Почему? Потому что слова Всевышнего Аллаха – это истина. Это абсолютная истина, никак ее невозможно изменить. И поэтому, если вдруг наш намаз
не удерживает нас от порицаемого, а Аллах говорит удерживает, значит дело в нас. Значит дело именно вопрос к нам самим, а как мы совершаем этот самый намаз. Поэтому намаз, выполненный лучшим образом, удерживает человека от мерзких поступков. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, что лучшие дела, которые может совершить мусульманин, это намаз. В хадисе сказано о посланнике Аллаха, самое лучшее дело это какое? Посланник Аллаха сказал: «Ас-саляту ли вaqтиха», намаз, совершенный в свое время. И вот этот вот хадис, да, вот особенно хочу на нем остановиться. Намаз, совершенный в свое время, он является лучшим делом, на которое способен верующий, на которое способен человек. Всевышний Аллах в Коране предписал нам, чтобы мы совершали намаз строго определенное время. «Инна салята канат аляль му'минина китаба маукута». Поистине намаз является предписанным для верующих в строго определенное время. Это аят из Корана. Это, как сказать, самый сильный и самый высочайший довод относительно времени намаза. И поэтому, если ты совершишь намаз до наступления его времени, ты не снял с себя обязательства. Этот намаз недействителен. Совершил зухар намаз до наступления времени, совершил аср намаз, магриб, айша, фаджр. Если по каким-либо причинам ты это делаешь, этот намаз недействителен. Почему? Потому что ты его совершил вне своего времени. И если верующий совершит намаз после выхода времени молитвы, то он тем самым тоже совершает большую ошибку. Это большой грех, за который требуется, необходимо тауба, покаяние, и он обязан возместить этот намаз. Посланник Аллаха в хадисах нам говорил, то, что человек, если проспит намаз, пусть совершит его, пусть возместит его. Каза кылсын, дейбейте Аллах илшиси, саллаллаху алейхи вассалям. Пусть возместит его этот намаз, чтобы снять с себя обязательства. Если это дело относится к простому такому делу, спать, сон, это наше человеческое качество, что же можно сказать об остальных обстоятельствах, ситуациях человека, когда он по каким-либо причинам, зная того, или же не зная, специально или неумышленно пропускает намаз, то он еще больше обязан возместить намаз. И поэтому намаз, совершенный после выхода времени, тут необходимо делать тауба, необходимо делать покаяние. И если же время намаза вышло, а он так и не совершил намаз, на нем лежит бремя возмещения этого намаза. Каза кыларга тиеш, должен возместить. И поэтому вот я преподаю на вечерних курсах, и часто бывает спрашивают люди, да, среднего возраста, кто-то работает, кто-то на заводе, кто-то еще где-нибудь там, да, различные жизненные обстоятельства. И однажды даже вот задали такой вопрос, то что я, говорит, работаю на заводе, и меня забирает вахтовый автобус. Но так получается то, что я, говорит, вот это время утреннего намаза, я, говорит, еду в автобусе. То есть я, говорит, приезжаю на работу, уже, говорит, солнце там чуть-чуть там не вышло, да, а дома я нахожусь там, допустим, до наступления времени намаза. Я, говорит, дома читаю его, дома читаю, да, до наступления утреннего времени, до времени утреннего намаза. Я говорю, так делать нельзя. Намаз необходимо совершать строго в свое время. И поэтому необходимо, я не знаю, пересмотреть либо другой вахтовый автобус, либо дождаться хотя бы, чтобы 5 минут хотя бы время намаза зашло, ты совершил намаз, а уже потом пошел уже на остановку, на автобус там и так далее. Либо выбирай свой личный автотранспорт, либо доезжаешь до работы и там уже совершаешь намаз, пока солнце не вышло, но строго в свое время. И поэтому тут нет никаких облегчений, послаблений для человека, который находится у себя дома, да? Я не знаю, кроме там крайне вынужденных ситуаций, обстоятельств, когда там вопросы жизни и смерти там, и так далее, да? Но в обычное время намаз должен совершаться в свое время. И точно так же
хочу отметить вот наши дни, в которые мы сейчас живем. Да? Вот, альхамдулилля, по милости Всевышнего Аллаха, у нас практически весь июнь, это у нас ясное небо. Так ведь? Солнышко светит, облаков иногда бывают дни, практически нет. И ночью точно так же. Звезды там и так далее. Да? То есть малооблачная погода у нас в эти дни. И многие, я думаю, замечали, особенно вот если выезжать за пределы города, да, то, что вот едешь вечером, и 11 часов вечера, 12 часов вечера, да, и на горизонте большая такая линия светлого этого, да, горизонта. То есть заря у нас не уходит. Это особенности нашего местного положения, то есть в Петербурге, там ближе к крайнему северу, да, там уже белые ночи, там уже все светлее и светлее, пока человек не достигнет точки там, северного полюса, когда вообще солнце просто вот по горизонту просто кружится. Это особенность местоположения. Всевышний Аллах так создал небеса и землю, что они таким образом функционируют. И у нас в Поволжье, в Татарстане данная особенность проявляется. У нас примерно 6-5 мая по 8 августа у нас на горизонте, да, вот эта вот яркость, свет не пропадает. Почему? Потому что солнце уходит за горизонт не глубоко, менее 18 градусов, и свет от солнца, он до сих пор продолжает освещать небосвод и опять выходит. Это именно летом. И в истории, да, пишется то, что в этом видели проблему. В этом видели проблему, и даже в некоторых деревнях, в татарских деревнях, принимали такое решение: раз эта краснота не уходит, значит, если намазу вахата кирми, значит, время иша намаза не наступает. Да? И поэтому намаз не совершаем. Были такие моменты. И Шихабуддин аль-Марджани, да, великий татарский ученый, он даже об этом написал целую книгу. В ответ этим людям, что даже если время намаза не наступит, иша намаза, он совершается. И поэтому, альхамдулилля, вот мы сейчас живем это время, и многие из вас наверняка замечали, как нам совершать иша намаз. И ученые здесь берут в качестве довода тот самый хадис Даджаля. Когда выйдет Даджаль, когда он будет распространять свою сеть, свою смуту, фитну, да, будет сбивать людей с пути, посланник Аллаха говорит, он пробудет на земле 40 дней. И его первый день подобен вашему году. И его второй день подобен вашему месяцу. Его третий день подобен джумга, и четвертые, остальные дни, они подобны остальным вашим простым дням. И тогда что? У сподвижников первый вопрос, даже вот задумайтесь, да? Они сказали: о посланник Аллаха, а как намаз будем читать? Вы представляете, насколько стремление сподвижников, тут, как сказать, признак судного дня, Даджаль выйдет, будет сеять смуту. А у этих величественных людей ислама первая проблема, как намаз будем совершать. И это тоже назидание для всех нас. Куда бы мы ни поехали, где бы мы ни оказались, наша главная забота, а как я намаз прочитаю? Когда кто-то выезжает в путь, да, там прокладывает себе маршрут, отсюда поеду, дорога хорошая, тут как бы асфальт не очень, тут кафешки хорошие, тут халяль есть, тут то, тут это, да. Вот когда мы прокладываем себе подобные вещи, мы должны озаботиться тем, что, а где мы намаз будем совершать? И точно так же человек, который выбирает автобус в межгородских поездках, да, а как я остановлюсь и намаз как совершу? Где я его совершу? Намаз лакбарма с собой. Если что вдруг, на всякий случай, у меня бутылка с водой там есть или нет для тахарата, да? Вот подобными вещами нужно озаботиться. И в итоге посланник Аллаха отвечает сподвижникам и говорит: «Укдуру ляха кадра». Отмеривайте ей, намазу, его определенное время. И ученые из этого делают, трактуют на множество различными трактованиями, как же определять время намаза, когда, как сказать, оно сливается, и непонятны признаки наступления времени намаза. И ученые сделали такой вывод, что в данном случае, если в какой-либо местности не наступает время какого-либо намаза, то они должны опираться на время намазов ближайшие местности, где живут мусульмане, где наступают все времена намазов. То есть на протяжении всего года и фаджр, и зухр, и аср, и айша, они прямо конкретно наступают, и мы можем лицезреть, прямо глазами определить, наступило время намаза или нет. И для нашей местности,
после изучения этого вопроса, таким городом является Астрахань. И, альхамдулилля, даже у нас в Татарстане известные хазраты объединились в инициативную группу, изучили этот вопрос совместно с географами, совместно с астрономами, да, которые изучали движение Солнца там и так далее. Да. Они пришли к выводу, что время Астрахани для нас ближайшее время, в котором наступает все времена намазов. И что? Не буквально прямо, как в Астрахани солнце зашло, мы сразу Магриб читаем, как в Астрахани наступило время Иша, мы так сразу намаз читаем. Нет, не так. Но именно по соотношению ночи, когда наступает у них время намаза, у нас в Казани и в Татарстане было принято решение взять за основу это соотношение. И поэтому так и появилась эта цифра, да, как мы совершаем утренний намаз вот в эти времена. Восход солнца минус 2 часа. Как мы совершаем Иша намаз вот в это время, когда у нас не проходит краснота, да, заход солнца, закат солнца плюс 1,5 часа. Это вот приблизительно там 2-3 минуты там плюс-минус, да, вот получилось это время. И поэтому даже когда вы будете ехать куда-нибудь и будете видеть то, что краснота стоит, а время уже 11, время уже 12, да, как же Айша прочитать? Вот в эти моменты вспоминайте то, что есть решение ученых относительно этого вопроса. И в данном случае, если вы находитесь в Поволжье, например, да, в Татарстане, там, я не знаю, в близлежащей республике, да, у вас правило, восход солнца на фаджр, да, минус 2 часа, и Аиша, ясту намаз, плюс, прошу прощения, Магриб, заход солнца, плюс 1,5 часа. И все, и никаких проблем нету. И поэтому даже вот в это время нельзя совершать Иша намаз и фаджр намаз как попало. А время же не заходит, захочу прямо сейчас прочитаю, захочу там через 15 минут прочитаю. Даже в такое время мы должны обращать все свое внимание, как и когда и во сколько мы совершаем эти намазы, которых признаки этих намазов немножко, как сказать, спутаны из-за географических особенностей нашей местности. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность совершать намаз, пока мы живы. Пусть Аллах Субхану ва Тааля примет наши поклонения. И пусть Аллах Субхану ва Тааля дарует нам возможность провести эти 10 дней, а также последующие дни самым достойным образом. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу.